Ясный взгляд, лаконичные и точные движения. Казалось бы, танец, но танцоры больше актеры. Рассказывают историю, передают эмоции. За 25 лет своей деятельности ансамбль «Ингушетия» создал большую зрелищную концертную программу. Она воплощает всю самобытность нашего народа. Тут дело не столько в костюмах, сколько в самих артистах, которые так проникновенно демонстрируют всю красу горских традиций. Коллектив ансамбля познакомился с искусством и культурой ингушского народа, жителей многих стран мира – Франция, Италия, Германия, Бельгия, Польша, Турция, Ирак. Перечислять можно долго. Но сегодня лауреаты многих всероссийских и международных фестивалей и конкурсов впервые за долгое время выступают на собственном празднике. Я желаю коллективу и любителям хореографии всего самого наилучшего. Желаю, чтобы у них всегда был полный зал у коллектива, чтобы им всегда аплодировали. Пока есть республика, пока есть наш народ, ансамбль всегда будет актуален. У нас есть такие ребята, которые изначально со мной начинали в этом коллективе работать. Это народный артист Адам Магожев, Джабраил Богатырев. Это те ребята, которые передают свой опыт молодому поколению. Молодому поколению уже не терпится пополнить ряды основного состава коллектива. Они также порхают на сцене и готовятся также достойно представлять наш регион. Сначала мне было тяжело танцевать, надо было сначала еще познакомиться с друзьями. Но потом мне уже стало легче, я где-то уже 6 лет хожу в танцы. Солистом, конечно, нелегко стать, но надо показать свои силы и потом уже на тебя хореографы будут смотреть очень хорошо. Я занимаюсь уже танцами как 4 года. Я вообще пришла с самого начала для того, чтобы выровнять осанку, чтобы красиво ходить. Но потом я начала все дальше ходить, и мне все интереснее и интереснее становилось. Дворец спорта наполнен почетными гостями, которые пришли выразить дань уважения, профессионализму постановок и мастерству исполнения артистов. Поздравляет коллектив с юбилеем и Юнусбек Евкуров. Глава региона поблагодарил руководителей коллектива и отметил, что ансамбль по праву завоевал любовь зрителей не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Мы видим сегодня, что наш ансамбль за 25 лет подтянулся, вышел на уровень с теми такими уже опытными ансамблями нашего и Северо-Кавказского федерального округа, региона в целом и регионов страны. Наш ансамбль во многих странах мира, регионах страны показывает свое мастерство, показывает культуру, традиции, обычаи и нашего народа в целом, кавказских народов. Умеет себя представлять, умеет красиво показывать, это заслуживает, конечно, уважения. Хочу сегодня пожелать ребятам успехов. Уверен, что и новое здание само по себе уже влияет на настроение и желание работать. И возможности, которые сегодня есть в ансамбле, мне приятно было видеть, что молодой коллектив, детишки уже в ансамбле есть, которые уже как смена, будущая смена нашим ребятам. Поэтому успехов в творчестве. Наслаждаются концертом вокальные и хореографические коллективы со всего Северо-Кавказского федерального округа. Мы уже давно друг друга знаем. Мы вместе выступаем на больших сценах и выступали. Я думаю, что в этот день мы не должны оставить было без внимания. Спасибо, конечно, руководству Ингушетии, руководству ансамбля Ингушетия, что пригласили нас в этот праздничный день. Хочу пожелать, самое главное, ветеранам здоровья, творческих успехов этому самому молодому коллективу. И я видел, юбилей Махмуда Симбаева, и я видел ингушский ансамбль. Массовый коллектив, это что-то было. У меня до сих пор мурашки идут, я вспоминаю этот танец. Очень было красиво, ведь Ингушетия приглашает девушки сначала танец, а то мальчик. А здесь, да, вот это я все увидел, мне очень понравилось. Сегодня, конечно, намного оно выросло, чуть-чуть другое, современное, стилизованное, интересное. И балетмейстера здесь у вас, и музыканты у вас, оркестр большой. Я просто не ожидал, и я очень рад, что развивается культура, традиция своего народа, ингушского народа. Ну а далее концерт продолжился выступлениями коллег-именинников. Свои номера подготовили артисты нашей эстрады. Амина Бокова, Ахмед Гандаров, Новости 24.